северной части Южного Забайкалья в междуречии Аноны и Ингады расположилась Ага, потаенная, но открытая для открытой души. Здесь люди живут по законам кармы, где главные ценности – это родная земля и отчий дом, где знают историю, а людей ценят по их делам и поступкам. Поселок Агинское – степная столица Забайкалья. Здесь каждого проезжающего в сторону российской границы с Китаем по трассе Чита-Забайкальск встречает легендарный воин. Национальный герой Бабжа Барас Батыр в 17 веке не дал пересечь агинские границы воинственным маньчжурам. А происходило по преданию все здесь, в пойме Великого Анона. Сегодня это одно из популярнейших мест среди туристов. Скальная станция, урочище Малый Батыр связывают с именем еще одного великого воина Чингисхана. По легенде, именно здесь, в местности Далюн-Балдог, Чингисхан родился и стал Батыром. Но не только одними легендами живет Агинский округ. Защитник Бабжа Барас говорил, что на родной земле и камни, и деревья помогают победить врага. Особенно если место намоленное веками. Самое популярное среди паломников – национальный парк Алханай, жемчужина Забайкалья. По всему миру он считается обителью великих богов, которые время от времени спускаются на гору. Вообще в буддизме считается, что все должно быть в гармонии. Это, например, тело, речь и ум. Когда паломники сюда приезжают, во-первых, лечат тело. В радоновых ваннах они очень сильные, именно для тела. А душу, они ходят по святым местам, заряжаются энергетика положительной. Природа дает тебе силы, воодушевляет тебя, дает какую-то ту энергию, которую, наверное, ты не можешь взять в городской жизни. Сахюсан, молебны, взывающие к защитнику, проходят ежедневно в одном из старейших датсанов страны Агинском. Находится он в селе Амитхаша и является объектом культурного наследия федерального значения. И вот благодаря верующим, простым людям все это сохранилось, все осталось. И вот это все есть наша общественная карма, которую сейчас мы, можно сказать, пожинаем. Учиться в Агинской буддийской академии престижно. Здесь готовят инструкторов-исследователей буддийской медицины, священнослужителей, мастеров буддийской живописи. Большинство лам в датсанах округа – местные жители. Таким обилием культовых мест, как в Агинском округе, может похвастаться далеко не каждый субъект Российской Федерации. Вот один из них – старейший Цугольский датсан. Вселенское дерево желаний. Вот на этом желании стоит вот этот буддийский такой красивый лев. Буддийский монах должен быть смелым, целеустремленным, как лев в своем учении. В Аге комфортно проживают представители и других религиозных конфессий. Вместе стремятся к развитию своей малой родины буряты, русские, татары, украинцы, армяне, башкиры. В административном центре округа Агинском говорящая скульптура Тунше или четверо дружных, как ничто раскрывают уклад жизни местного населения, где мир держится прежде всего на взаимопомощи и дружбе. Главное богатство этой земли – люди. На аллее героев лица 14 жителей Агинского округа, получивших государственную награду высшей степени. Герои Советского Союза и России, герои труда. Последних здесь особенно много. Вот, к примеру, старший чибан агрокооператива Цоктохангил Далай Гунгаев получает звезду от президента страны Владимира Путина. На церемонии с депутатом Госдумы Российской Федерации Иосифом Кобзоном присутствуют как земляки. Иосиф Давыдович долгое время представлял интересы округа на федеральном уровне. Наши прославленные соотечественники представляли и представляют сегодня разные национальности и вероисповедания. Но их скрепляло чувство ответственности за судьбу России, сопричастность к ее истории. Они показали, что истинный патриотизм – это прежде всего самоотверженная работа на благо Отечества. Самоотверженно работать для агинчан многовековая традиция.
а традиции здесь трепетно хранят. У нас на территории Агинского округа живут очень трудолюбивые люди, и нам очень важно, чтобы они чувствовали перспективы и жилось им на нашей территории комфортно и как можно лучше. Поэтому строим дороги, ремонтируем объекты социально-культурного быта. Сегодня Агинский бурятский округ – это стабильно развивающаяся территория Забайкальского края. Был отдельным субъектом Российской Федерации. В 2008 году вследствие объединения с Читинской областью утратил автономность, но сохранил свой особый статус. И сегодня тот заложенный фундамент в те времена, он дает основу для дальнейшего развития. В рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» идет строительство жилых домов, благоустраиваются населенные пункты, создаются новые рабочие места. Объем отгруженных товаров собственного производства в Агинском округе ежедневно увеличивается на 8–10%. Около 60% населения – это сельские труженики. Агинская степь рождает хороших земледельцев и успешных животноводов. Поголовье лошадей в округе превышает 22 тысячи, а овец и коз – 163 тысячи голов и больше 100 тысяч крупного рогатого скота. 20% всего объема сельскохозяйственной продукции, производимой в Забайкалье, приходится на Агинский округ. Несмотря на суровый климат, здесь успешно разводят уникальную забайкальскую тонкорунную породу овец и множат племрепродукторы по разведению лошадей забайкальской породы. Около 20 хозяйств имеют федеральные лицензии на ведение племенного дела. У нас у дедушки была лошадь, у папы лошадь. И всегда у нас была лошадь. Я всегда приезжал в свою родину на лошадях, все время ездил. Сегодня олимпийский призер Базар Базаргуруев продолжает дело своего отца, занимается коневодством. В семейных традициях воспитывает детей, у него их 4, а ведь успешно строил спортивную карьеру за границей, но вернулся на свою малую родину, в поселок Агинское. Я люблю свою родину, Забайкальский край, свой Агинский округ, люблю свой народ. Я не жалею, здесь живу вот так у себя на родине, но наоборот, я горд, что процветала наша нация, чтобы они жили хорошо. Наши люди очень патриотичны, и они очень любят свою малую родину. И вообще это закладывается у нас с самых ранних лет, и в том числе и уважение к старшим, уважение к своим родителям. Мы никогда не говорим на старших, не обращаемся на «ты», всегда на «вы» обращаемся. Сохранение этнокультуры и национальных видов спорта – приоритет в социальной политике округа. Ведется большая работа по сохранению и развитию родного языка. Проводятся тематические фестивали и конкурсы, совершенствуется материально-техническая база в школу. Оснащаются спортивные залы, строятся универсальные площадки, 10 возведено только в 2020 году. Сегодня округ – это альма-матер мастеров спорта по стрельбе из лука, борьбе, конным скачкам. В соревнованиях по национальному многоборью участвуют до 2000 человек, за счет чего они приобретают очертания масштабных праздников и собирают целые стадионы. А поселок Агинское стал традиционной площадкой для проведения международного бурятского национального фестиваля «Алтаргана». Кочевые народы прочно освоились на этой земле. Крепкие корни и глубокое погружение в этнику и культуру народа дают надежную перспективу молодежи. У нас есть такое понятие, как химарин – это конь удачи, чтобы конь удачи всегда летал высоко. Каждого, кто заезжает в поселок Агинское, встречает защитница агинского народа Бальжин Хатан. Лук в руках воинственной княжны, кажется, вот-вот превратится в ходак. Шелковый шарф, обладающий сакральной силой. И она подарит его званому гостю, как символ мира и пожелание счастья и процветания.